Доброе утро, дорогие друзья. Слышите? Ария, гибрид в первом поколении, как облаивает. Очень все насторожились. Кто-то там ходит в той стороне. Наверное, зайца гоняют. Охотники ходят. На нашей, кстати, территории. Сейчас все успокоились. Добрый день, дорогие друзья. У нас тут с Вегой небольшая проблема. Обнаружил вчера шишку большую и привез ее на животе. Подумали, может быть рак какой-то, еще что, но сделали УЗИ. Сказали, что у нас щенок там завалился. Вот, точно 3 пока есть. Сейчас будут делать операцию нам. Вега, красотка, вот ты намучилась. Красавица. Сейчас делают операцию. Этого щенка туда вправят в нужное русло. И будем мониторить, ходить, дохаживать. Беременность раза 2, сказали, точно нужно будет делать УЗИ. Проверять, как там щенок. Так как он вот выпал дня 4 назад, я думаю, это произошло, потому что я последний раз 4 дня назад проверял, не было ничего. И вот только это вот вчера проверил и обнаружил шишку. Сегодня сразу на УЗИ. Все щенки живые, слава богу, пока что. В общем, сейчас будем делать операцию. Золотой пес. Значит, смотрите, у нее на задней лампочке повязка, где мы катетер сделали. Снимите дома, как приедете. Хорошо. Хорошо? Да. У нее, значит, шовчик наружный. Шовчик надо будет потом снять. Мы как раз контрольный УЗИ еще раз сделаем. Поэтому дней через 10 подъехать на снятие швов. До этого она все время ходит в попоночке. Попонку не снимайте с нее. Таблетки Синулокс продолжайте пить. А когда отходила, она не кричала? Немножко кричала. Услышали? Не, я просто это, у нас Куба была такая, она кричала очень сильно. Ну, да, были вопли. Но нормально все. Смотрите, значит, Синулокс по 250 миллиграмм. Ну, если 250 миллиграмм, то по одной таблетке. Если ваши 50, то по 5 получается. 2 раза в день дается. На дней на 5. То есть вот таким курсом 5 дней всего. Анальгин, если получится, тоже по таблетке, там, еду добавляете или как вы... Да, я в мясо иду. 1-2 раза в день, тоже от 3 до 5 дней. Шовчик будет немножко тянуть, потому что там мышцы ушиваются внахлёст, чтобы снова не было такой возможности выпадения, но может произойти повторно, потому что на другой стороне у нее тоже есть небольшая паховая грыжа, но там только жирок выпавший. Поэтому, если вдруг она до родов доходит и все хорошо, но в момент родов случается вот такой же эксцесс, как сейчас, от того, что она будет тужиться, у нее снова где-то род, то тогда в ближайшую клинику на Кесарево едете. У вас делаются здесь Кесарево? Делаются, конечно. Можете позвонить, что вы едете, и, конечно, вас в любую смену здесь будут ждать. После операции УЗИ щенков посмотрели ЧСС, ну где-то 180-200, в принципе, в пределах допустимых значений. Во вторник подъедете, обязательно посмотрим, особенно вот этого щеночка, которого мы запихнули туда отдельно, да, как у него там будет подселение. Вот, ну, в принципе, все. Лапку она вот так вот будет подтягивать, потому что там наложен очень тугой шов. Поэтому будет вот так прихрамывать на одну ножку. Ну, понял. Ну, так она молодец. Вега. Кормить все уже можно, Да, да? как приедете домой, конечно, отказаться. Может сегодня болеть, отказаться от еды. Но она вольерная, у нее содержание. На улице ничего страшного. Ну, если есть возможность, может быть, на пару дней взять ее куда-нибудь на веранду где-нибудь закрыть. Ну, понял. Ну, хотя бы после операции, чтобы она была где-то вместе пару дней. Понял, хорошо. Ну что, дорогие друзья, вот она у нас вот так вот сейчас вытащим. Только что в ТикТоке эфир вел, пока ехал. Пойдем, моя девочка, пойдем. Ё-моё. Ее не вытащишь. Пойдем. Да, тебе тяжело будет выпрыгнуть. Сейчас я тебя возьму. Давай, Вега, идем. Идем, моя девочка. Видите, она может укусить, поэтому я и резких движений не хочу никаких делать. И прыгнуть ей тяжело сейчас.
Ее надо вытаскивать. Вытаскивать в тепло ее пока что. Пойдем. Хамзану в бытовку. Пойдем. 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 Вега, пойдем. Блин. Капец. Так, ладно, телефон сейчас выключу. Вот у нас Вега просится домой. Сейчас ее в бытовку посадили. Она там чудить начала. Капец, обысыкать все углы. Не знаю, что делать. Может, на ночь только заберем тогда ее к себе, чтобы следить. Туда, в эту маленькую бытовку, туда посадим. Не хочешь, да, в вольер идти? В общем, дорогие друзья, как вы видели все, не помню, сказал, нет. У нее провалился щенок. Сейчас сделали операцию, убрали грыжу. Все ушили. В общем, должна будет сама разродиться, как сказали. Надеемся, что все заживет за эти 2 недели. Роды примерно через 2 недели будут у нее. Вот такая вот ситуация. Надо позвонить туда, у кого она была, и спросить, как она роды прошлые переносила. Вроде бы говорили, что все нормально. Ну, по показателям сказали, 3 щенка у нее будет. Ну, это типа 3 нащупали, они там по УЗИ увидели. Типа плоды уже крупные, тяжело увидеть, как мне сказали. Не знаю. Может и 4 будет. Но пока 3 посмотрели. Дай бог, чтобы у нее поправилось здоровье. Красотка. Пойдем, Вега, в бытовку. Еле посадил ее, если честно, вот с ветеринарки. Пойдем, 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 Вега. Айда. Айда, айда. Не хочет, видите. Пойдем, спускайся. Опа. Не, спрыгнула. По ступенькам не хочет идти. Пойдем сюда, Вега. Идем. Иди в тепло, полежи. Иди. Иди. Здесь так все перекрыть. Вот печечка. О, тепло, в принципе, здесь. Сейчас я уберу все сапоги здесь. Все наверх, чтобы она и спокойно будешь здесь тогда находиться в тепле, Вега. Так, это тогда не буду сейчас отцеплять.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот у нас тайге рацион. Каждый вечер заношу молоко, творог, яйца, там еще гречка. Сердечками, то, что мы не доехали, все не доели. Все это перемешал, и вон она с каким удовольствием ест, пьет. А вот наши щенки какие. Вот этот вообще гигант. Посмотрите на него, самый большой, все тепленькие. Вот он. Этот с кончиком беленьким, этот, они все с беленьким, вот эти кончики серенькие, которые, вот они спят. Это самый большой, это кто у нас? Это у нас девочка, офигеть, ты крупная. Вот она, девочка самая крупная, я думал мальчик, а нет, вон он мальчик, тоже крупный лежит. Смотрите, как они все. Вот это у нас, по-моему, шестипалый. А нет, это не шестипалый. Где? Так, вот он шестипалый, поменьше чуть-чуть. Вот, смотрите, какие у него лапы. Вот он какой. Ладно. Так, а где тут девочка? Иди, кушай, тайга. Иди, не переживай, иди кушай. Видите, как за своих переживает. Всех пересчитывает. Всех, представляете? Ну, тайга. Ты не задави их так. Ложишься на них. Ой, тихо. Да, ну вот это, конечно, крупничок, девочка. Я не ожидал. А, это мальчик. Вот он крупненький. Вот он вылез, кстати. А где девочка-то крупненькая? Что не помню. Вот это маленькая, наверное, девочка тоже. А нет, парнишка. Чуть поменьше. Вот это шестипалый. Да, шестипалый. Вот тебе. А где женихари? Вот он. Ты чё, догоняй давай. Сейчас я им тут помогу. Хотя ничего им помогать. Ой, держу, он самая хитрая она. Давай, ставлю, тайга. На, кушай. Здесь я тут и от своих... переживает за щенков. Вон тайга все съела. О, греча как пошла с молочком и с творогом. И с яйцами. Кушай. Вон еще Рамзан принес кусок желудка. Ешь, тайга, не переживай, никто их не тронет, твоих щенков. Ты кто не попридавливала, блин, ё-моё, попридавливала. Неудобно, да, скажи? Щенками есть. Ай ты. Тут есть, которые уже рычат, тявкают. Так, что не увидел вас.